Республика отмечает день рождения. Основной подарок, пожалуй, преподнесла погода. На улице 30 градусов жары. В столице Коми с самого утра развернулась череда праздничных мероприятий, но ключевым событием, пожалуй, можно назвать это фестиваль «Диалог культур». В свой праздник регион предстал перед жителями во всем национальном многообразии. И на деле этнофестиваль оказался куда шире, чем просто диалог культур. Ровно в полдень столица объединила самые крупные автономии и диаспоры. Тут вместе коми, армяне, башкиры, поляки. А вот и единственный в республике цыганский ансамбль «Шафранка», что в переводе «вольная, свободная», образован всего несколько месяцев назад. Мы хотим от души, от своей диаспоры поздравить нашу республику с праздником, пожелать процветания, всех успехов, удачи, счастья всем. Отдельная площадка на фестивале у ремесленников. Это интерактивная зона под названием «Счастливая кузня». Сувениры Елены Карагулиной пользуются большим спросом. Весь секрет в технологии изготовления памятных монет. Это счастливый пятачок, который обязательно приносит счастье. Его можно сделать из любого материала, из латуни, из меди, из алюминия. И кроме того, этот пятак не только счастливый, он приносит счастье, он еще сувенирный. На обратной стороне город Сыктывкар. Главная площадь столицы собрала поклонников и страстных бачаты и дискофокса. Тут по-настоящему жарко, и дело даже не в палящем солнце. Эти зажигательные пары, танцевальные клубы, две ноги и танцующие люди. Каждые выходные они на улицах города. Как только солнце выходит из-за туч, мы выходим на улицу города и танцуем. Ну а в День Республики, наверное, сам Бог велел выйти и потанцевать. И фитнес на свежем воздухе пришелся горожанам по душе. Впрочем, в основном больше прекрасной половине. Ничуть не жалея праздничных нарядов, они старательно следовали движениям инструкторов. Латиноамериканские ритмы творят чудеса. Сейчас люди тратят нереальные деньги на занятия спортом, а сегодня можно это сделать бесплатно здесь, на улице. У нас конец августа, лето. И еще пожелаю, чтобы наши люди выходили на такие мероприятия, тратили время на это, общались, зажигали, танцевали, веселились. А это уже местечко «Лесозавод». В солнечном зеленом парке сегодня едва узнается заброшенный больше 15 лет назад стадион. Его своими силами привели в порядок Федерация автоспорта и молодежный парламент Коми. Сегодня здесь проходят любительские матчи по футболу и волейболу среди команд. У нас по футболу только 6 команд разных возрастных групп. Они играют по очереди, сами формируют регламент, сами формируют тайминг и играют. То есть это как раз такой способ показать местной молодежи, местным ребятам, что они могут приходить и все делать сами. И во всем этом праздновании можно разглядеть очертания самой именинницы. Многонациональная, дружная, богатая на мастеров своего дела, зажигательная, а главное, очень спортивная. Такая она, Республика Коми. Александра Головина, Василий Янин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывкар.